Очень хорошо. Добрый день, меня зовут Сергеева Киричена, ученица 5 Г класса 31 школы. Тема моей работы – изучение якутских оберегов и изготовление изделий с оберегами. Тему работы я выбрала не случайно. Проблема заключается в том, что в наше время многие приобретают изделия с оберегами, не зная их значения. Поэтому я решила провести исследовательскую работу по данной теме, изучить обереги и научиться правильно пользоваться ими. Гипотеза исследования: можно самим изготовить изделия с якутскими оберегами, которые можно носить как на практике в повседневной жизни. Оберег – это символ защиты, по-якутски хараскал ымы. Основное понятие оберега – это хранить здоровье, приносить удачу и счастье. Чтобы больше узнать о якутских оберегах, я первым делом изучила их разновидности и составила такую таблицу. Я побывала в различных магазинах и выяснила, что в магазине «Блеск» самый богатый выбор якутских оберегов. Здесь обереги в виде картины, брелков, шкатулок и так далее. А также изучила, из каких материалов делают обереги: из золота и серебра, из бивня мамонта, из дерева и так далее. Я задала продавцам вопрос. Первый вопрос: какие якутские обереги чаще всего покупают? Ответ был: обереги 5 глаз, лучи солнца, семья, ножницы, стрела. Второй вопрос: кто чаще всего покупает обереги? Ответ был таков, что раньше покупали люди пожилого возраста, но в последнее время молодежь тоже стала покупать. Вывод: я узнала, что обереги пользуются большим спросом у населения. Это означает, что люди верят в силу якутских оберегов. Также я делала обереги по технике точечной росписи. Приклеила стразы, как показано на картине. У меня получились обереги: ножницы, лучи солнца и лисий нос. Далее я применила технологию нанесения на одежду. Для этого контурной краской аккуратно нанесла рисунок оберега. После высыхания краски одежду обязательно надо погладить утюгом, тогда даже при стирке рисунок не исчезнет. Также я сделала якутские украшения с помощью бисера. Это бастыня, илинкябигер, брошь и заколка. А также пришла к выводу, что бисероплетение – это очень трудоемкий и долгий процесс, но конечный результат – это мой первый комплект якутских украшений. Я провела мастер-класс для своих одноклассников, для того, чтобы у них был свой оберег. Показала, как сделать оберег-закладку для учебников. Использовала оберег шип-шиповника, так как это оберег – символ защиты детей. В заключение, я узнала, что такое оберег, его значение и виды, и как правильно ими пользоваться. Поняла, что оберег имеет огромное значение для дополнительной защиты каждого человека. Научилась делать понравившиеся мне якутские обереги для себя и своих родных. Можно сделать вывод, что в наше время обереги не потеряли своей актуальности и все еще являются важным атрибутом любого дома. Спасибо за внимание. Bilin bollarını hama bu anda bu man tüvük kıştırın. Sonra